Русдрам не перестает радовать своих поклонников добрыми традициями, одной из которых стал проект под названием «Шедевры московской сцены», который реализуется в Абхазии вот уже второй год. В рамках проекта с 10 по 12 апреля жители и гости нашей страны смогут увидеть 3 разных спектакля – «Дракула», «Портрет Дориана Грея» и «Макбет». В этом году репертуар тщательным образом выбирал директор Русского драматического театра Ираклий Хинтба. Это 3 классических произведения мировой литературы. «Дракула» — это классическое произведение мировой литературы, роман Брэма Стокера. Очень хороший роман. Те, кто его читал, знают, что это настоящая литература, видели многие фильмы. Это не ужастик, это не роман, знаете, это не фильм ужасов, это не роман, а только о вампирах, вампиризме и все, и связано с этим. «Дракула» — это роман о любви. И этот спектакль — это спектакль о любви, которая абсолютно, знаете, вот она вечная, эта любовь, и эта любовь возвышает героев, и в конце спектакля это будет видно. Все 3 спектакля так или иначе о любви в разных ее проявлениях. Дракула, проклятый богом или благородный мститель, вынуждены жить в мире теней. Желание запретного, стремление раскрыть тайны будущего и познать бессмертие. Страсти, во власти которой находятся персонажи знаменитого спектакля. Зритель сможет понять для себя сам, кто же он – Дракула, страдалец или кровожадный убийца. Портрет Дориана Грея – это вечная история о душе, истинной красоте, сомнениях, порождающих мысли и желания, и о прощении. В спектакле Олега Леушина Дориан Грей – предмет спора между черным и белым, который в очередной раз решили поэкспериментировать. Дориан, как игрушка, в руках высших сил, и в то же время персонаж сильный, который ведет общество к распаду. В таком образе зритель сможет увидеть героя только в версии театра на Юго-Западе. Можно ли обойти предсказание остаться человеком у власти? Какова природа преступления? Как не поддаться искушению и сохранить себя? Ответы на эти вопросы в спектакле «Макбет». Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсали отметила, что в последнее время различного рода фестивали в Абхазии стали очень частым и приятным явлением. Это вопрос даже не развития культуры. Это очень важная, вот как Ираклий Ривазович сказал, это очень важная стратегическая государственная часть, потому что такие мероприятия помогают зрителю нашему сформировать свой вкус. Потому что мы самодостаточны, но не настолько. Мы должны видеть разные театры. Но не у всех есть возможность выезжать, видеть что-то, развиваться. А это замечательная возможность, когда наши зрители смогут увидеть здесь лучшие театры Москвы. Представитель компании «Мобайл», которая всегда оказывает подобным проектам всяческую поддержку, Марта Тужба, говорит о том, что компания не могла остаться в стороне от столь важного в культурной жизни страны события. Очень ценно, что это второй год, а за ним однозначно последует 3-й год, потому что все, что не делается, это нельзя бросать на полпути. И прошлогодний опыт полных залов, вот аншлагов, он говорит о том, что это востребовано. Билеты на спектакли проекта «Шедевры московской сцены» можно приобрести в кассе театра. Отрадно, что руководство Русдрама идет навстречу молодежи, заинтересованной в театре, и делает студентам существенную скидку. На Алакове, Леон Адлейба, Абхазское телевидение.